Сегодня 2 октября, день бомжа. Наш корреспондент Александр Зубехин в Якутске поговорил с человеком без определенного места жительства. Бомж Борис Корякин рассказал о том, насколько тяжело в Якутске выживать на улице, бороться с голодом и холодом. Куда пойти таким людям за помощью и поддержкой, есть ли у них шанс на нормальную жизнь? Пальцев нет. Отрезали. Расскажи, что отморозил, да? Отморозил, конечно. Пешком в Житай пришел в декабре месяце. Конечно, отморозишь. Борису 55 лет. Он лицо без определенного места жительства. Официально не имеет собственного жилья. По его словам, в этом виноват близкий родственник. Что сделал дядя, я не знаю. Я пока был в тюряге, он не знает, что сделал. То ли продал, то ли в аренду сдал. Я остался без квартиры. Когда Борис Павлович оказался без дома, он ощутил все тяготы жизни на улице. Зимовать под домом – единственное, что ему оставалось в сложившейся ситуации. Зимой трубы горячие, за этого мне не холодно. Я не замерзаю. Одеяло есть, подушки есть, все есть. За это укрываюсь. Вот одна проблема – это деньги заработать, чтобы курить, покушать, что-то купить. Второе время дело холод. Холодно, куда деваться? Подъезд все закрыты. А в основном холод, голод. Здесь я сижу, собираю копейку. Это чтобы можно было купить, что-то покушать, сигареты купить, так далее. Помощь от добрых людей – это пока единственный источник дохода, поскольку инвалиду в пожилом возрасте найти работу нелегко. Куда работать? Меня куда? Кто куда возьмет? Я же инвалид, мне куда что? Кому и нужно? В Якутске есть организации, которые помогают таким людям, как Борис. Они дают им и кровь, и еду. Мы побывали на одной из них. Притом это единственное государственное учреждение, где оказывают помощь лицам без определенного места жительства. С 2015 года учреждение стало стационарного типа с круглосуточным пребыванием людей на 80 койко-мест. При наличии свободных мест принимаем всех желающих, которые именно относятся к этой категории, и на срок до полугода. Отсутствие свободных мест – одна из главных причин, почему бездомных по-прежнему так много на улицах столицы. Эти 80 мест постоянно полные. Ну и проблема то, что, вот, например, живущий в районе автовокзала или дальше, там, бомж, ему, конечно, не на чем добраться до этого реабилитационного центра. Если бы действительно в нашем городе хотя бы 3 или 4 таких реабилитационных центра были бы в разных частях города, намного, конечно, проще было бы, чтобы привезти их, доставить это все-таки поближе было бы. Борису повезло. Теперь он живет в реабилитационном центре Терех. Но сколько таких бездомных, которые будут зимовать на трубах под домом, не знает никто. Не знаю, что будет. Сейчас, дай бог, инвалидность получу, денежку заберу, квартиру где-нибудь найду. Ну, куда-нибудь на работу. Многое в жизни зависит от самого себя. Многие поступки человека влияют на его жизнь. Только это нужно осознать вовремя. Образ жизни поменять, не курить, не пить. Надо меньше выпивать, в рюмку заглядывать. И все будет по-человечески. Если бы я не пил и не ходил, не шарахался, был бы с ногами. А сейчас инвалид. Александр Зубехин, Григорий Охлопков, Якутск.